Спасибо. Алхас, передавая тебе слово, я бы хотел такой большой мост построить от того, что говорил Ливан по поводу вот этих коррупционных схем, да, как вот здесь у нас название круглого стола «Красная линия», но красное пятно – это точно коррупция в Абхазии, да? И вот мы практически не видим этой борьбы с коррупцией. Есть громкие дела, да, но то же самое, общество уже было в курсе каких-то, да, событий, это все обсуждалось, прокуратура и, в общем, власть с большим опозданием реагировала на эти случаи, и мы знаем примеры, например, того же вопроса там, с госдачей Пицунда есть нарушение, о котором говорит Генеральная прокуратура, но как бы никто не виноват. Есть. Всем добрый день. Спасибо всем выступающим, очень интересно. Насчет того, что ты сказал, Ливан, понятно, что коррупция и протекционизм, это тоже, в принципе, рядом понятия, находящиеся в одной плоскости. Не всегда может быть и материальная заинтересованность, прямая коррупция. Бывают и протекционистические меры, когда в угоду режима или в угоду каких-то действий совершаются намерения ошибки. Я не верю в какую-то вопиющую некомпетентность. Да, она, возможно, тоже присутствовала, но в основном это все умышленные действия, умышленные вещи. На самом деле, да, я бы тоже все возвращаются ко вчерашнему съезду, да, выступления различных государственных деятелей высокого ранга. И опять же, я тоже слышал призыв объединиться, призыв быть едиными, но я не вижу той ситуации, в которой мы должны быть едины просто с какой-то чиновничьей группой, которая хочет держаться у власти. Нет, мы как народ, как общество должны быть едины в борьбе с коррупцией, мы должны быть едины в том, чтобы мы усиливаем обороноспособность и безопасность страны. Мы должны быть едины в том, чтобы навязывать принципы закона, единого для всех закона. Мы должны быть едины в сохранении нашего языка и культуры. В этих вещах мы должны быть едины. Но, опять же, это же что? Это логика действий. То есть эти вещи мы можем быть едины только в каком-то действии. А когда такие громкие призывы, реально никакой работы нету, что мы видим? Мы видим громкие призывы объединения, с другой стороны подготовка к такой скрытой продаже недвижимости, скрытая в кавычках, это открытая продажа недвижимости. То есть это вообще для меня название красной линии, это одна из основных красных линий. Это когда мой народ потеряет свои основные активы, земельные и так далее, лучшие места. Рабство. Народ будет замещен, то есть сюда приедут другие люди, которые будут жить в этой стране и будут вести бизнес, и почти многие ключевые вещи очень быстро приберут к рукам. И правильно, как заметил, и моему народу предлагается рабочие места эфемерные, да, уже непонятно. Понятно, что никто в руководство больших гостиничных апарт-комплексов нас мало кто пустит. Это какой-то, не знаю, может какие-то свадебные генералы будут, но это реально быть горничными, шоферами. Это, да, тоже обычные человеческие профессии, но все-таки мы видим будущее своего народа иначе, мы видим его по-другому, мы хотим, чтобы он был развит, чтобы он имел, во-первых, и свою страну себя под ногами, и чтобы лучшие места остались нашим детям и внукам, и чтобы, да, любые профессии нужны, но каждая семья, абхазская или не абхазская в этой стране, должна иметь возможность для развития. Что мы видим насчет, опять же, для меня немного удивительна риторика по поводу обороны страны. Честно я скажу,
более взрослые люди здесь сидят. Разве у нас за 30 лет вероятный противник поменялся? Никто у нас не поменялся, у нас тот же вероятный противник, та же вероятность агрессии в нашу сторону. Все это присутствует. Но это было и вчера, это было позавчера, это есть сегодня, и, к сожалению, это будет и завтра. Да, мы должны все вместе в едином порыве работать над обороноспособностью страны, над безопасностью, над повышением духа нашего народа, чтобы мы верили, более милитаризировать, чтобы поднять дисциплину. Но мы не можем снизу поднять дисциплину. Дисциплина – вещь вертикальная. И если у нас в стране отсутствует финансовая дисциплина как таковая, если у нас в стране отсутствует дисциплина в правительстве, если любое действие любого члена, да, там, высшего... Определенная дисциплина в правительстве все-таки имеется. Ну, она не так, которую мы ожидаем. Оно защищается, оно оправдывается. Это не та дисциплина, о которой мы говорим. То есть, ну, я не знаю, мы все ссылаемся на этот съезд, ну, возможно, у людей такое мнение, но я, например, не разделяю его. Я считаю, что нет никаких обстоятельств, при которых мы должны продавать апарт-отели иностранным гражданам. Это самая главная угроза на сегодня, а не наоборот, мифическая какая-то... Да, хуже войны. Да, конечно, да, мифическая какая-то угроза нашего... Ну да, она не мифическая, она реальная, но она постоянная. Она постоянная, мы в этом режиме всегда. У нас была ситуация, когда вся наша страна была заселена и ненавистниками нашей независимости, нашей государственности. Но мы вышли из этой ситуации, выплыли ценой огромных потерь. Поэтому я не вижу, да, надо, конечно, укреплять оборону страны, надо идти в этом направлении. Надо улучшать наши внутренние какие-то моменты с дисциплиной, с той же финансовой, воинской. Надо милитаризировать наш народ, нашу страну. Это все вещи правильные, но я не вижу от властей ничего, кроме деклараций. Но с другой стороны, я вижу, что они хотят продавать недвижимость. Они долгое время, несколько лет говорили о том, что наш народ беспомощен, что мы ничего сами не можем. Кстати, риторика поменялась. Риторика немного, да, изменилась. Под давлением, мне У нас кажется, есть много эфиров, где мы удивляемся и возмущаемся вот этой риторикой, когда мы ничего вообще не можем. Ну, да, чуть-чуть она поменялась, ну, будем говорить, будем что дальше есть позитивные изменения. И можно я тоже одну фразу хочу сказать, я даже записал. Уважаемый Руслан вначале это сказал, самый страшный наш враг – это наше же невежество. Спасибо. Вот можно констатировать. Кто тебе подсказал это? Руслан вначале.